Китай, Индия, Япония, Сингапур и Чехия. Очаги птичьего гриппа в этом году выявлены уже в нескольких странах. В России же грипп затронул Ростовскую область, Северную Осетию и Краснодарский край. В Ингушетии массовой гибели пернатых хоть и не наблюдается, но многие тревогу все же забили. Вакцина вводится в грудную мышцу. В дозе 1 мл. Взять из одного вольера, привить и выпустить в другой, чтобы не перепутать. Вакцину используют отечественную. Гарантия эффективности 100%. Даже потомство, полученное от этих кур в течение года, а именно столько действует иммунитет, гриппом не заразится. Мясо вакцинированных птиц можно употреблять в пищу, то есть она допускается к реализации, так как никаких ограничений после вакцинации, никакие ограничения не накладываются. По словам специалистов, подвержены куры, индюки, а также воробьи и голуби. Болезнь Ньюкасла или псевдочума распространяется быстро и протекает остро. Смертность от недуга 50–100%. При этом переболевшая гриппом птица, если останется в живых, всю жизнь будет носителем инфекции и будет опасной для здоровой популяции. Лечения как такового нет, поэтому заболевшую птицу просто уничтожают, а здоровую вакцинируют. Мы в своей практике используем вакцину штамма H против болезни Ньюкасла. Вакцина платная, вакцина приобретается владельцами птицы, то есть она не поставляется из федерального бюджета. Доступ к водоемам, контакт с дикими животными и зараженный корм. Чаще всего инфицирование происходит из-за несоблюдения санитарных норм. Поэтому важно внимательно следить за гигиеной пернатых подопечных, что называется, оградив от всего дурного. Чаще всего болезнь начинается с приходом весны. Переносчиками являются голуби, то есть они также могут быть переносчиками. Да. Птица бывает угнетенная, вялая, то есть наблюдается кашель, чихание, выделение слизистой из клюва, из глаз, также возможны. Могут проявляться признаки конъюнктивитов. Впрочем, вакцинировать надо не только птицу, но и других подопечных. Братья наши меньшие подвержены различным заболеваниям, которые с наступлением тепла дают о себе знать. Вакцинация проводится против бешенства, против сибирской язвы, ящера, МКАРа. Все вакцины у нас есть, то есть мы работаем с жителями также города Сунжи. То есть это отбор проб крови для исследования на бруцеллез, лейкоз, а также вакцинации. Массовая вакцинация животных и птиц начнется уже в марте-апреле. Традиционно она проводится 2 раза в год – весной и осенью. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.